Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24». В студии работает Полина Долинская. Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. Спортсмен преодолел дистанцию за 23,8 секунды, побив свой мировой рекорд, который он установил днем ранее в полуфинале. Второе место в финальном заплыве занял румын Роберт Андрей Глинта. Третьим финишировал испанец Уго Гонсалес де Оливейра. Колесников стал пятикратным чемпионом Европы. Ранее на текущих соревнованиях он завоевал золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. На чемпионате мира 2019 года Колесников завоевал 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Также он является двукратным чемпионом мира, 10-кратным чемпионом Европы по плаванию на короткой воде. Также хороший результат показали девушки. Россиянка Анастасия Кирпичникова заняла 2-е место на чемпионате Европы по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем. Первой стала итальянка Симона Куадарелла, показав результат 8 минут 20 секунд. Третьей финишировала еще одна россиянка Анна Егорова. 20-летняя Кирпичникова является обладательницей золотой, серебряной и бронзовой медали Европейских игр 2015 года. 22-летняя Егорова – серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, победительница Универсиады 2017 года. 9 апреля на чемпионате России Егорова выиграла дистанцию 800 метров, а Кирпичникова заняла 2-е место. На сегодняшний день сборная России уверенно держит первенство в медальном зачете. На счету наших пловцов 13 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. На 2-й позиции идет команда Италии, на 3-й – команда Украины. Соревнования завершатся 23 мая. Челси одержал победу над Лестером со счетом 2-1 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. В составе победителей забитыми мячами отметились Антонио Рюдигер и Жоржиньо. У проигравших отличился Келечи и Хианачо. В турнирной таблице Челси обошел Лестер и поднялся на 3-е место, набрав 67 очков. Лестер 66 очками идет 4-м. Обе команды претендуют на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне, где сыграют 4 лучших клуба по итогам чемпионата. Челси в следующем туре в гостях сыграет с Астон Виллой. Лестер примет Тоттенхейм. Обе встречи пройдут 23 мая. В тот же день Манчестер Сити со счетом 2-3 на выезде уступил Брайтону в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу, ведя по ходу встречи с разницей в 2 мяча. В составе победителей голами отметились Леандро Тросард, Адам Уэбстер, Дэн Бёрн. У Манчестер Сити отличились Илкай Гюндоган и Фил Фоден. Манчестер Сити набрал 83 балла и досрочно стал чемпионом Англии. Брайтон поднялся на 15 место в таблице, имея в активе 41 балл. В заключительном туре Манчестер Сити 23 мая примет Эвертон, а Брайтон на выезде сыграет с Арсеналом. Бывшая олимпийская фехтовальщица Эллен Черрис из штата Колорадо сумела объединить любовь к спорту и увлечение животными. Женщина проводит турниры со студентами в окружении пушистых друзей, чтобы создать более расслабленную атмосферу во время занятий. Эллен Черрис регулярно проводит тренировки по фехтованию в своем спортивном зале на Колфакс-авеню и чувствует себя вполне комфортно. Она показывает упражнения ученикам в окружении кроликов, собак, кур и попугаев, расхаживающих по залу во время тренировки. Подопечным Эллен такая идея пришлась по душе. И, как считает сама Эллен, такая практика очень помогает ее ученикам. Тем временем, как сами животные также активно принимают участие в процессе обучения. За несколько месяцев попугаи уже выучили простейшие команды и даже повторяют их с интонацией тренера. Общегородские утренние зарядки возобновили в Якутске. «Начни утро с победы над собой», гласит лозунг мероприятия, организованного региональным Минспортом. Каждый инструктор представит определенное направление. Например, такие как скандинавская ходьба, суставная гимнастика, оздоровительный бег, ушу и другие. Первая зарядка будет проходить в 6:30 утра по местному времени на площади Дружбы народов. В 7:00 тренировки стартуют на площадях Ленина, Орджоникидзе, Победы, в парке культуры и отдыха, а также на стадионе Туймада и возле площадки торгового центра «Меркурий». На площади Дружбы занимаются суставной гимнастикой. Она основана в основном на китайских упражнениях.
типа сигун, ушу, тази, вот эти упражнения. Из них мы взяли основные упражнения, которые нам нравятся. Может прийти с любой с нуля. Тут ко мне приходят разные люди. Есть и спортсмены, есть и люди в возрасте, есть даже бабушка, у которой 82 года. Тут, ну, как бы универсальные упражнения. Можно свою нагрузку под себя сделать. К этому часу у меня вся информация. Будьте в курсе событий в мире спорта на телеканале Якутия 24.